Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Мой доктор, с вами Иван Луцкан. И сегодня у нас в гостях руководитель Центра амбулаторной онкологической помощи Республики Саха-Якутия Елена Александрова. И мы поговорим о борьбе с онкологическими заболеваниями в нашем регионе, о том, какие новые методы диагностики и лечения внедряются и какие меры предпринимаются для профилактики рака. В центре нашего внимания работа местных специалистов, их достижения и планы на будущее, а также то, как технологии и государственная поддержка помогают людям бороться с этой страшной болезнью. Добрый день, Елена Николаевна. Первый вопрос, наверное, он будет связан с тем, как бурно развивается онкологическая служба в последние годы, и вот какие направления сейчас являются приоритетными, и как они реализуются у нас в Республике Саха-Якутия. Добрый день, Иван Петрович. Добрый день, уважаемые телезрители. Спасибо за приглашение. Онкологическая служба нашей республики реализуется в рамках национального проекта здравоохранения, в рамках сегодня существующего национального проекта «Активная и продолжительная жизнь». С 2019 по 2024 год работал проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», и в рамках этого проекта проведено очень много работ, открыты были проекты, мероприятия, и сегодня мы в рамках уже существующего нацпроекта «Положительная активная жизнь» работаем и продолжаем именно по тем проектам. Основные направления нашей службы, конечно же, работа над доступностью и качеством онкологической помощи нашему населению. А вот какие виды сейчас онкологических заболеваний наиболее распространены в Республике Саха-Якутия? Статистика, она из года в год примерно одинаковая. Если ранжировать онкологические заболевания, то на первом месте у нас, как всегда, вышел рак легкого по итогам 2025 года, на втором месте рак молочной железы, и третье место занимают рак желудочно-кишечного тракта, и на третье место в этом году вышел рак печени. А вот какие меры предпринимаются для того, чтобы осуществить профилактику и в последующем лечение этих заболеваний? Мы все знаем, что уже у нас не так давно, но уже с 2019-2020 года у нас работает программа онкоскрининга. Онкоскрининг у нас проводится путем анкетирования. Также с 2024 года у нас работает скрининговая программа «Мамино здоровье». Да? И вот это анкетирование прошли более 200 тысяч человек, и четверть из них оказалась с риском возникновения онкологического заболевания. Все эти население, вот это 25% было обследовано, и на основе вот этого обследования мы выявили часть пациентов наших, да, которые именно выявлены были с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях. То есть онкоскрининг на сегодняшний день работает эффективно. Именно по тем заболеваниям, которые у нас стоят в приоритете. А вот для того, чтобы все-таки реализовать самое главное, да, лечение заболевания, когда уже выявлено оно, какие современные методы диагностики, и, соответственно, лечения применяются в нашем современном онкологическом диспансере? Приоритетные направления — это, конечно же, внедрение высокотехнологичных методов ранней диагностики, также лечения наших пациентов, да, также внедрение высокотехнологических видов хирургического лечения и внедрение высокотехнологических видов лекарственного лечения. И молекулярно-генетические исследования, иммуногенотипирование наших опухолевых заболеваний. Вот это все приводит к улучшению качества лечения и диагностики онкологических заболеваний. Если говорить про внедрение высокотехнологичных методов исследования, то на сегодняшний день, вы все знаете, у нас в начале 2024 года открылся новый диспансер, новый онкологический центр, где работает новая техника, да, новая инновационная техника. Если говорить об исследованиях, какие у нас внедрены в эти года, это эндоскопический центр, да, который объединил в одно эндоскопические исследования. Это пока работаем в городе, да, мы объединили все эндоскопические исследования и увеличили эффективность и повысили охват населения эндоскопическими исследованиями.
Это, конечно же, дало нам возможность выявить опухоли желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях. Также какие еще внедрения? Еще у нас работают новые, совершенно нового уровня техника по лучевой диагностике. Это новые КТ-аппараты, новые МРТ-аппараты, которые тоже смогли нам помочь в диагностике именно рака на ранних стадиях, когда опухоль совершенно имеет минимальные размеры. Также у нас с открытием молекулярно-генетического введения, да, то есть лаборатории молекулярно-генетической, у нас появилась возможность определять именно иммунофенотип опухолей. Тем самым мы можем на сегодняшний день при основных локализациях назначить пациенту именно его лечение в зависимости от биологии его опухоли. Также на сегодняшний день мы уже внедряем искусственный интеллект. Да? Опять же, вот эта скрининговая программа онкоскрининг происходит, то есть анализ вот этих вот данных нам в анализе помогает искусственный интеллект. Также у нас в плане введения искусственного интеллекта именно в осуществлении рентгенологических исследований. Давайте немножко вспомним, что было 15-20 лет тому назад. Каким образом тогда проходила диагностика? Вот вы сейчас очень много рассказали о том, какие используются современные методы диагностики, которые позволяют оперативно применять и меры как профилактики, так и в последующем лечении. А вот как раньше диагностировали рак? И почему были сложности в этом? Конечно же, раньше, если говорить из своей практики, да, я в онкологию пришла в 99-м году, да, конечно же, все исследования проводились, да, в том числе и рентгенологические исследования, УЗИ-исследования мы очень активно использовали. Также компьютерная томография тоже была, да, но, конечно же, возможности той техники и нынешней техники, они разные, да, и именно вот с появлением новых вот технологий нового уровня, да, у нас повысилась возможность выявить онкологическое заболевание на ранних стадиях. То, чего не могли, допустим, 15-20 лет назад. Потому что вот у людей бытует мнение, что сейчас рака стало в разы больше. Я бы поспорил, наверное, с этим постулатом. Почему? Потому что, как вы уже сами сказали, раньше диагностика была другая. И, может быть, я ошибусь, и вы меня поправите. 20-25 лет тому назад человек умирал и даже не знал, что он умер от рака. Теперь мы с помощью современных методов диагностики можем точно сказать, да, вот у него была там локализация, такой вид опухоли, такая тактика лечения к нему применялась, и там даже продлили ему период жизни. Так ли это или все-таки нет? Да, вы совершенно правы, Иван Петрович. Да? Конечно же, с улучшением возможностей современной техники, да, у нас появилась возможность выявить все больше, да, онкологических заболеваний. То есть того, чего раньше не могли выявить, мы на сегодняшний день выявляем. Получается, рака, на ваш взгляд, больше не стало, но в плане выявляемости, да, его стало больше, потому что методы диагностики изменились. Да, по статистике как будто бы растет, да, на самом деле это связано, конечно, со многими факторами, да, то есть народ сейчас стал более осведомленный, да, больше уделяет внимание своему здоровью, да, раньше, конечно, болели, так и умирали, да, потом уже впоследствии выяснялось, что пациент на самом деле умер от рака, а на сегодняшний день таких ситуаций на самом деле практически нет, что человек от чего-то умирает, а на самом деле, оказывается, умер от рака. Такого нет. Практически 100% рака мы выявляем на сегодняшний день. Для этого мы работаем в одной команде с первичным звеном. В 2024 году работают у нас с 2024 года арктические бригады, да, которые к нам пришли тоже в помощь. В составе арктической бригады есть узкие специалисты, в том числе и онколог, да, которые ездят по отдаленным районам, по наслегам и проводят обследования. Они нам тоже в помощь. И таким образом за последние годы мы достигли всех своих лучших показателей, скажем, да, по активной выявляемости рака на ранней стадии.
Вот как раз вы прям предвосхитили мой вопрос по взаимоотношению с местными поликлиниками. Ну, тогда уж добавлю, да, вот мы так обсудили бурно вопрос развития техники, ведь невозможно было представить 15-20 лет назад, что, например, у нас там в Момском Улусе или в Среднеколымском будут стоять аппараты КТ. В лучшем случае это были аппараты УЗИ, не всегда экспертного класса, и в большинстве случаев просто люди даже не могли попасть, потому что записи и талончики были ограничены, там 5-6 исследований в день. Сейчас такая возможность уже есть. Плюс к этому, я так понимаю, ваши специалисты выезжают в составе бригад, и плюс есть специалисты-онкологи на местах, которые входят в состав центров амбулаторной онкологической помощи, ЦРБ. Так? Да. С этого года, с 2025 года, Министерство здравоохранения и онкологическая общественность приняло решение объединить центры амбулаторной онкологической помощи, которые существовали ранее в районах. Они существуют на сегодняшний день в 14 районах, и 3 центра амбулаторной онкологической помощи работают в городе Якутске. И с 2025 года они объединились и работают в составе онкологического диспансера. Ну, другими словами, стали филиалами онкологического диспансера. Да? Для чего это нужно было? Да? Для того, чтобы, опять же, улучшить эффективность и доступность, качество онкологической помощи населению. На сегодняшний день пациент из района, где работает ЦАОП, может спокойно проходить обследование, опять же, да, в условиях ЦАОП, и получать все то же лекарственное лечение, которое мог бы раньше получать в условиях онкологического диспансера города Якутска. И это, конечно же, ну, итоги есть до этого года, итоги неплохие. Мы обеспечили лечение именно не уезжая с родного района, получили лечение. Наши пациенты, они получили более 7 тысяч курсов лекарственной терапии именно в условиях Центра амбулаторной онкологической помощи. То есть это бесперебойная поставка лекарственных препаратов, каких-то расходников медицинских, да, и связь с онкологами, методическая работа с онкологами ЦАОПов ежедневно проводится, и, конечно же, контроль над работой ЦАОПом ведется именно онкологическим диспансером, чего раньше мы не могли сделать. Да, вот сейчас мы так говорим о том хорошем, что было достигнуто, да, и в части оборудования, и в части тех же самых мобильных бригад. Но все-таки какие сложности есть, когда мы оказываем медицинскую помощь и в условиях крайнего севера, и нашей территориальной где-то разрозненности, зимников, там, перелетов и так далее? Конечно, проблем на самом деле много. Да? Опять же, нужно сказать, что не во всех районах есть центры онкологической помощи. Да? Где-то работают онкологические кабинеты, есть районы, где вообще нет онкологов. Да? Поэтому, конечно же, есть трудности. Трудности есть, опять же, ну, начиная с проезда пациента. Да? Поэтому, опять же, мы работаем, опять же, повторюсь, с командой. Да? Нам в помощь первичное звено. Это прохождение ежегодных медицинских обследований, диспансеризации нам помощь, да, тоже именно при диспансеризации выявляются основные вот локализации опухолевых заболеваний. Также, как я уже говорила, помогают нам арктическая бригада, да, и наши выезда, ежегодно бригада с онкологического диспансера, который мы называем онкодесантом, выезжает примерно в 13-14 районов именно для проведения обследований населению. Выезжаем в дальние населения, где вот это невозможно, да, увозим с собой свои аппараты, УЗИ-аппараты, эндоскопические аппараты и проводим обследование. И, конечно же, это несет за собой свои результаты, положительные результаты, да. И опять же идет работа с первичным звеном, да, мы ежегодно проводим обучение тех же акушеров, гинекологов, да, терапевтов обучение проводим, что ну, по ранней выявляемости именно онкологических заболеваний. Конечно, есть трудности, да, конечно же, приехать больному из дальнего района, конечно, это сложно, да, не каждый может приехать, поэтому вот такие выезда, конечно же, в помощь первичному звену в дальних районах.
Также идет работа, массовая работа идет в средствах массовой информации. Да, мы работаем на всех платформах информационных. В мессенджерах есть наши страницы. Я призываю население присоединяться в наши страницы. Да, там есть, бывает очень важная информация, советы и так далее. Поэтому, конечно же, чем мы информированы больше, тем мы, конечно, сильнее. Именно. Поэтому, ну, конечно, хочется сказать, что в последнее время осведомленность и как внимание к своему здоровью у каждого человека как бы становится приоритетом для каждого пациента. Да, в принципе, если мы сравниваем там, даже 5 лет назад, 10 лет как назад было, да, онконастороженности совсем ведь не было, да, на самом деле. Ну, была, но там, не такая, как сегодня. Да. Сегодня каждый гражданин, каждый человек имеет возможность услышать, да, о раковом заболевании со средств массовой информации, все врачи сейчас онконастороженность, это как бы, ну, проводится очень такая, на самом деле, обширная работа. И в первую очередь, конечно же, это посредством диспансеризации. Вот вы сказали, что вы проводите обучение медицинских сестер, врачей и других специалистов. А где они проводят обучение? Здесь у нас, в Якутске, или они выезжают за пределы и проходят обучение в иных центрах? Ну, это плановая работа, да, из года в год у нас план обучения есть, да. Если говорить о врачах и персонале онкологического диспансера, да, это выезда в центральные институты, обучение на рабочих местах и так далее. Если говорить о врачах и медперсонале первичного звена, то обучение проводим непосредственно мы, да, и каждый год мы обучаем медицинских сестер, акушеров-гинекологов. Обучение начали эндоскопистов, обучение рентгенологов проводится. Да. Открылись у нас референс-центр открылся именно по маммологии, да, где все вот эти вот основные моменты решаются, конечно же, в этом референс-центре по опухолям молочной железы. Поэтому проводится много работы. В плане тоже есть некоторые проекты, которые мы тоже в скором будущем надеемся осуществить. А вот если взять достижения за последние несколько лет, вот какие бы вы выделили основные, ключевые? Основные достижения, ну, для нас, для наших пациентов, конечно же, это ввод нашего онкологического диспансера в начале 2024 года, да, и с открытием нашего центра, конечно же, появились возможности, да, лечить наших пациентов на месте. То есть у нас процент выездов на специализированное лечение, высокотехнологичное лечение в центральные институты сократилось в разы. Это говорит о том, что мы уже имеем возможность работать наравне с федеральными институтами и проводить все то же высокотехнологичное лечение, которое ранее проводилось именно только там. Да? Что еще? Ну, конечно же, мы в результате улучшения онкологической службы достигли своих целей и показателей. Снизилась смертность от онкологических заболеваний, одногодичная летальность, повысилась 5-летняя выживаемость. Это все наши вот показатели онкологической службы, они улучшились. А вот по взаимодействию как раз с федеральными центрами, как оно осуществляется? Телемедицинские консультации, вот обучение вы затронули, а что еще? Есть у нас курирующие институты, да, которые непосредственно, с которыми мы работаем именно по обучению наших врачей, именно по телемедицинским консультациям. У нас в год проводится где-то 2000 телемедицинских консультаций только с федеральными институтами, да, активно работаем с ними. То есть для решения таких вот сложных моментов мы прибегаем к помощи институтов. Также по обучению наших специалистов тоже федеральные клиники. И если по взаимодействию с первичным звеном, то телемедицинские консультации у нас возникают не только с федеральными институтами. То есть любой врач любой поликлиники может с нами посредством телемедицинской консультации тоже получить от нас консультацию в плане диагностики, лечения и так далее. Ну, бывают разные ситуации, бывают районы, где нет онкологов. Да, любой терапевт может посредством телемедицинской консультации проконсультироваться о том или ином пациенте, о введении вот этого пациента. А вот по поводу информационных и просветительских кампаний, вот вы затронули как раз тему, что в социальных сетях и в своих
каналах, в мессенджерах вы постоянно информируете население. Ну вот как вы считаете, как сделать информацию, может, более доступной для людей? Или вот когда к вам приходят на прием и говорят, вот, а я не знала, что, оказывается, у нас такая возможность есть. Вот что, как бы расширить вот это информационные кампании, на ваш взгляд, можно было бы? Ну, в первую очередь мы над этим работаем, мы, в принципе, работаем над этим каждый день, да, и вот в скором времени, 4 февраля, у нас день борьбы против рака, и вот в этот день мы активно выходим на все средства массовой информации, да, я, если не ошибусь, у нас планируется в эти дни где-то примерно 20 выходов в эфир, да, поэтому это тоже работает на самом деле, и вот эти вот все информационные вот эти, ну, возможности мы тоже можем, ну, стараемся использовать во всяком случае, да, привлекаем, отправляем информацию на места, в поликлинике и, ну, конечно же, на местах это в первую очередь первичное звено. На самом деле рак, он выявляется на первичном звене. Да? Онкологический диспансер занимается непосредственно специализированным лечением. Поэтому, конечно же, мы в первую очередь помогаем первичному звену именно выходить на население и информировать о том, что действительно рак существует, что должна быть онконастороженность и так далее. А вот какие меры социальной, психологической поддержки сейчас оказываются в условиях центра и в целом онкологического диспансера? Ну, этот вопрос такой, ну, скажем таки, сложный, да. Психологическая помощь на сегодняшний день нашим пациентам и их родственникам проводится непосредственно персоналом и врачами онкологического диспансера. Да, у нас нет штатного психолога, но мы этим, ну, думаю, мы на сегодняшний день справляемся с помощью наших врачей, нашего персонала, с помощью общественных организаций, да, с помощью волонтеров мы на сегодняшний день с этим справляемся. А вот основные вызовы вот, при борьбе с онкологическими заболеваниями, на ваш взгляд, они какие? Ну, на сегодняшний день в рамках, ну, нашей республики это, конечно же, отдаленность слегов, да, отдаленность районов, не все имеют возможность приехать за качественным обследованием в онкологический диспансер. Да, вот это вот самая главная ну, проблема на сегодняшний день ранней выявляемости именно злокачественных заболеваний. Да. Опять же, лечение не все могут получить. Да. Человек может взять и уехать в дальний наслед и не получить специализированного лечения. Это, конечно же, будет связано с его финансовым состоянием и так далее. Да. Поэтому мы должны, в свою очередь, работать над тем, чтобы каждый пациент, каждый нуждающийся в лечении получил качественное и безопасное лечение. Вот, не могу не спросить, вот вы в самом начале говорили о тех основных видах рака, которые есть. Это рак легкого, молочной железы, желудочно-кишечного тракта. Все-таки вот на современном этапе факторами риска этой патологии что является? Сохраняется ли фактор риска курения? И действительно там мужчины в основном болеют. Понятно, что по молочной железе тут чаще всего, понятно, по объективным причинам это женщины. По ЖКТ, например, вот кого больше, мужчин, женщин, и что к этому привело? На самом деле причина возникновения рака множество, да, есть множество вариаций и так далее. Но, конечно же, в здоровом теле рак не может возникнуть. А что такое здоровое тело? Да? Здоровое тело — это прежде всего это здоровый образ жизни. Да? Тот человек, который употребляет алкоголь, тот, который курит, сейчас вот распространены очень, ну, сигареты курит, да, может, вейбы, да, сейчас очень распространено, да, у него риск заболеть раком легкого намного выше, чем у некурящего человека. Также человек, принимающий алкоголь, тоже несет за собой ответственность. Да, все равно человек, употребляющий алкоголь, он не всегда бывает адекватным, да, не всегда может адекватно оценить ситуацию. Да, поэтому тоже он имеет риск заболеть онкологическими заболеваниями, не заметить и так далее. Да. Тот человек, который неправильно питается рафинированными, да, составами, допустим, сейчас что у нас вот эти лапшой, вот этой,
да, быстрозавариваемыми питаются, какими-то вот порошками питаются. Но это, наверное, не есть, наверное, хорошо. Да, испокон веков по природе заложено, что человек должен питаться натуральными продуктами. Да. Вот в нашей республике пока есть возможность, да, потреблять натуральные продукты, потреблять продукты, которые испокон веков наши предки употребляли. Да. Поэтому, конечно же, здоровое питание, здоровый образ жизни, конечно же, очень важен. Вообще при возникновении любого заболевания мы смотрим, конечно же, причины, да, и при возникновении рака тоже есть свои причины, в том числе вот пагубные вот эти все привычки тоже, конечно же, действуют. Конечно же, среда, где живет человек, да, где-то, может быть, какие-то связанные с производством могут быть, да, но в нашей республике вот таких вот производственных на самом деле не так много, да, организаций. Поэтому в основном в нашей республике это, конечно же, причинами рака может быть это наследственность, неправильный образ жизни, неправильное питание, ну, опять же, какие-то хронические заболевания, да, могут повлиять на развитие онкологического заболевания, в том числе вирусные гепатиты. У нас по вирусным гепатитам тоже, да, ситуация, мы все знаем, в республике не очень, поэтому, конечно же, на самом деле причин много. А вот то, что я говорил про возраст, про пол, есть ли какая-то связь? Средний возраст заболевших раком — это 60 лет. Да? Рак возникает на новых, на молодых клетках, рак возникает редко. Рак возникает на уже таких вот, ну, скажем так, возрастных клетках в норме, да. Но, конечно же, есть, конечно, вероятность возникновения рака и в молодых клетках, но в целом можно сказать, что рак — это заболевание возраста на самом деле. Ну и там мальчик, девочка, мужчина, женщина. Ну, мальчик, девочка тут тоже сильно распределить нельзя, но статистика говорит, что какие-то заболевания могут возникать больше у мужчин, какие-то у женщин. Да, конечно же, заболевания женских половых органов, молочная железа, конечно же, только у женщин может быть. Да, если говорить о раке ЖКТ, конечно же, могут заболеть больше мужчины. Да? Но с чем это связано? Опять же, с питанием и, опять же, с пагубными вот этими привычками, потому что больше употребляют алкоголь кто? Больше употребляют спиртное и злоупотребляют табакокурением, это все-таки мужчины. Поэтому, скорее всего, это тоже может быть связано с этими пагубными. А, допустим, вы проводили параллель с тем, что мужчины не всегда обращаются вовремя? Конечно, конечно. Может, примеры какие-то есть? Сейчас, конечно же, население меняется, да, люди меняются. Да. Нынешние мужчины более или менее начали на себя обращать внимание. А более старшего возраста, конечно же, как-то вот, ну, либо менталитет, да, населения такое, конечно же, до последнего мужчины, ну, как нас учили, да, в детстве не плакать, не жаловаться, да, вот так вот нас и учили, и, видимо, вот это тоже заложено, да, в мужчинах. Не жаловаться, не плакать, терпеть, и вот до последнего терпят, конечно же, больше мужчин. И приводит это все к печальным последствиям. А вот, может быть, вспомните какие-то яркие случаи, когда вот пациент обратился, удалось помочь, и все закончилось вполне благополучно, и 5-летняя выживаемость, и до сих пор жив, благодарит. И обратную сторону медали, когда действительно позднее обращение, к сожалению, привело к печальному исходу. На самом деле, ну, стадия, когда говорим пациенту о его диагнозе, пациент интересуется о стадии заболевания, да? Какая стадия. И чем больше стадии, тем страшнее. Да? На самом деле не факт, что пациент с первой стадии проживет дольше, чем пациент с 4-й стадии. Опухоли бывают разные. Да? На сегодняшний день лекарственная терапия опухолевых заболеваний очень сильно развилась. Да? Сегодня мы имеем возможность лечить таргетными препаратами, то есть именно бить по мишеням по причине возникновения опухоли. Да? Не все опухоли, но есть такие опухоли, которые мы именно лечим по биологии. Поэтому с 4-й стадии у нас, если подберем именно его лечение, может прожить и годами, десятилетиями и так далее.
далее, да. Первая стадия рака, может быть, форма может быть, ну, как бы первая стадия, но форма агрессивная может быть, да, поэтому тоже вот не скажешь, что первая стадия, как бы, может там прожить дольше, чем четвертая стадия. Конечно же, первые стадии, при выявлении ранних стадий, процент излечимости, конечно же, выше, чем четвертой стадии. Конечно, это даже об этом не спорим, ничего, да, но такие случаи тоже бывают, да. Из своего опыта я хочу сказать, что есть у меня такие пациенты, да, которыми мы дружим, и на протяжении многих лет мы стали практически родными людьми, да. Есть любимые пациенты, да, которые вот... Я, из примера скажу, что у меня есть любимый пациент, у которого 4-я стадия рака желудка, который он живет более 15 лет. Ничего себе. Да. Поэтому есть, конечно, случаи тоже, да, такие вот, если негативных, если таких вот случаев рассказывать, есть тоже негативные случаи, да, когда вроде выявили на ранних стадиях, но пациент отказался от какого-либо лечения, выехал за пределы страны, получил какое-то нетрадиционное лечение, вернулся и погиб в первом году жизни с раком. Такое тоже может кстати, быть. да, вы затронули очень такой важный вопрос. Вот я его в голове-то прокручивал. Это лечение за границей. Вот мы же видим очень часто там сбор осуществляют средств и так далее, но потом тишина. Вроде бы как съездили, а был ли результат? Вот насколько лечение за границей прямо эффективнее, супер, вау-эффект, нежели чем лечение у нас в стране? Мы сейчас говорим, да, о персонифицированной терапии и так далее, о наших возможностях, о наших возможностях на сегодняшний день вылечить даже 4-ю стадию, да. Несмотря на это, мы, конечно же, мы не волшебники. Есть ситуации, когда уже традиционная медицина уже не может помочь человеку, да. Есть такие случаи, когда невозможно провести хирургическое лечение, когда невозможно полностью избавить человека от опухолей, когда невозможно та же лекарственная терапия по каким-то причинам, да. И тут пациент и его родственники не всегда бывают согласны с тем же перерывом в лечении, да, тактикой лечения. И в таких случаях могут возникнуть такие ситуации, когда человек хочет выехать за пределы республики. Потому что, кто выезжает? Да, в основном это пациенты уже с далеко зашедшими стадиями заболевания выезжают, да. И, конечно же, мы им никак запретить, остановить их не можем. Конечно же, они выезжают. И получают ли на самом деле эти пациенты эффект от такого лечения, я тоже не могу сказать, потому что, бывают и хорошие случаи, бывают и плачевные тоже бывают, когда пациент даже не имеет возможности уже потом обратно приехать. Такое тоже бывает. В завершении, наверное, беседы, что хотелось бы вам пожелать жителям Якутии в части профилактики онкологических заболеваний? Хотелось бы пожелать населению моей родной республики, да, конечно же, быть здоровыми, не болеть и в первую очередь обратить внимание на свое здоровье, да. И я осмелюсь сказать, что в нашей стране, как нигде на свете, скажем, да, ни в какой другой стране не уделяют такого внимания здоровью населения, да. Пожалуйста, проходите медицинские обследования. Это медицинские обследования проходят все те люди, которые трудоустроены. Да? Раз в год, кто-то 2 раза в год, кто-то 1-2 года проходит медицинское обследование. Не игнорируя, надо проходить медицинские обследования. Не игнорируя, проходить надо диспансеризацию. Да? Диспансеризация сегодня как проходит? Да? Всем нам приходят смс-ки, да, по госуслуге приходят, да, вызова на прохождение ежегодной диспансеризации, да, в зависимости от возраста, с какой периодичностью и так далее. Да? И, к сожалению, на сегодняшний день очень многие игнорируют это. Просто-навсего они хотят. Думают, что все нормально, зачем мне идти, терять время и так далее. Да? Для этого
все работается для этого, да, от работы освобождают для прохождения ежегодной диспансеризации. Также, да, можно отпроситься с работы, пойти один день пройти спокойно диспансеризацию. Диспансеризация проходит в течение, скажем, я лично проходила в первой поликлинике диспансеризации, и эта диспансеризация заняла примерно час. И вот этот час можно, в принципе, как-то оторваться от работы, от учебы, да, той же. Можно пройти для себя любимого вот эту диспансеризацию раз в год. Также очень хочу попросить обратить внимание на своих ближних, да, допустим, конечно же, есть у нас, в каждой семье есть пожилой человек, да, в каждой семье есть маленькие дети, да, и если мы замечаем, что что-то не то, да, какие-то, могут быть, симптомы возникли, да, слабость выраженная, там человек перестал нормально кушать, похудел, там, начал кашлять и так далее, обязательно обратить на это внимание и активно выходить уже в свою поликлинику, есть участковые терапевты, да, у каждого человека есть свой участковый терапевт, да, к которому он может в любое время обратиться и указать на какие-то жалобы. И в таком случае терапевт уже начинает обследование, и если есть показания, направляет дальше к нам, к онкологам. Да? Поэтому нужно обратить внимание, а если так уж случилось, что все-таки заболели раком, да, бояться не нужно. На сегодняшний день рак – это излечимое заболевание. Если даже мы выявили рак на поздних стадиях, то мы можем превратить этот рак в хроническое заболевание. Такое же, как сахарный диабет, какие-то сердечные заболевания и так далее. Да. Мы можем на сегодняшний день спасти человека на любой стадии, с любым заболеванием онкологическим. Спасибо, Елена Николаевна, что подошли к нам в студию. Хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас в гостях сегодня была руководитель Центра амбулаторной онкологической помощи Якутского республиканского онкологического диспансера Елена Николаевна Александрова. Мы говорили об онкологических заболеваниях. Настолько сейчас продвинулась наша медицинская помощь в этой сфере вперед, как она оказывается, в каких условиях, что распространено, стало ли рака больше. В общем, постарались затронуть в эти 30 с небольшим минут темы, которые интересуют в первую очередь вас. Так что смотрите нас всегда по будням. На этом выпуск программы «Якутия. Детали. Мой доктор» подошел к концу. Меня зовут Иван Луцкан. Смотрите нас в 19:15, также в социальных сетях. Повторы на канале «Якутия-24». Главное, не болейте. Пусть все будет у вас хорошо. Всего вам самого доброго. До свидания.